Арктика – сокровищница России. Эта суровая земля не только колыбель драгоценных ископаемых, но и родина уникальных древних культур. Эвены, эвенки, долганы, юкагиры – множество этнических групп, каждая со своим самобытным знанием о мире, образом жизни. Акционерное общество «Алмазы Анабара» ведет разведку и разработку рассыпных месторождений алмазов открытым способом на территориях самых северных улусов Республики Саха-Якутия – Анабарского, Булунского, Оленёкского. Все работы, выемка алмазных песков проводятся в зимнее время в полярные ночи, а промывка добытых песков в период короткого полярного лета. Разработка ведется на вечной мерзлоте при отсутствии инфраструктуры, со сложной транспортной схемой, в крайне тяжелых климатических условиях. Зимой температура достигает минус 60 градусов, а летом плюс 30-35. Из-за труднодоступности объектов, отсутствия подготовленных аэродромов и железной дороги, доставка стройматериалов, продуктов питания, топлива, которые завозятся за многие тысячи километров, осуществляются автотранспортом только в зимнее время. Предприятием на месте разработок возводятся современные вахтовые поселки, производственные объекты. Современный мир остро ставит вопрос сохранения традиционного образа жизни коренного населения, проживающего в районе крупных производств. Для этого предприятием проводятся исследования по влиянию производственной деятельности на исконную среду обитания коренных малочисленных народов. Начиная с 2008 года акционерное общество «Алмазы Анабара» развивает новое направление в науке и практике – этнологическая экспертиза. Это комплекс исследований, включающий данные об исконной среде обитания, укладе жизни и культуре коренных народов, на основе которого оценивается ущерб, наносимый населению от деятельности добывающих предприятий. Этнологическую экспертизу проектов осуществляет специальная комиссия, куда входят экономисты, географы, биологи, экологи, охотоведы, этнологи, юристы. В отличие от экологической, которая изучает только природу, этнологическая экспертиза исследует людей и их жизнь, традиции и обычаи, ежедневные заботы, привычки, как и чем живет каждая родовая община, семья и человек. Ведь зачастую членам комиссии приходится интегрироваться в условия жизни коренного населения, вместе ловить рыбу, охотиться, вместе заниматься ежедневным трудом. Задача специалистов – оценить не только, как может пострадать среда обитания коренных народов с началом добычи, но и сколько благ могут принести природные ресурсы и как компенсировать возможные потери. И хотя это направление работы только в самом начале пути, уже сегодня можно говорить об имеющихся результатах, выявленных трудностях, проблемах и возможностях их решения.